Телеканала «Итоги дня», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах этого выпуска. 20 парашютистов-десантников из Бурятии. В Якутии продолжают прибывать пожарные из других регионов. Мирнинские дачники пытаются вернуть воду к своим участкам. К решению проблемы подключилась прокуратура города. В Усть-Куте речники Алроса-Лена поучаствовали в параде судов и посвятили юных матросов в моряки. Расскажем, как происходило посвящение юных матросов. В Усть-Алданском Лусе состоялось событие, которого жители района ждали несколько лет. В селе Барагонцы введено в строй новое здание историко-краеведческого музея. Заключение Роспотребнадзора о соответствии водоема и прилегающей территории. Городской пляж в 202-м микрорайоне столицы республики сегодня официально открыл купальный сезон. За прошедшие сутки в результате авиационного и космического мониторинга на территории лесного фонда обнаружено 27 лесных пожаров на общей площади 2909 гектаров и 2 на территории парка Ленские столбы на площади 4 гектара. В настоящее время меры по тушению осуществляются по 21 лесному пожару. На тушении задействовано 612 человек и 27 единиц техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Республики Саха-Якутия зарегистрировано 274 лесных пожара на общей площади 122 222 гектара. Зондировщиком циклона Ан-26 ФБУ «Авиалесоохрана» воздействие на ресурсную облачность запланированы во второй половине дня в Алданском и Нерюнгринском районе. Между тем, в Якутию продолжают прибывать пожарные из других регионов. 6 июля прибудут 20 парашютистов-десантников из Бурятии. Всего на территории республики работают 450 сотрудников Федеральной авиалесоохраны. В работах по тушению задействовано 4 воздушных судна, в авиапатрулировании 17. По словам заместителя начальника ЕУГМС Татьяны Маршалик, чрезвычайно высокий класс пожароопасности установился в Намском районе Якутии. Такой же класс пожароопасности уже несколько дней сохраняется в Нюрбинском районе. В городе Якутске и его окрестностях, в Алданском, Тампонском районах высокий 4-й класс пожароопасности леса. Повышение класса ожидается и в других районах. В связи с установившимися высокими температурами окружающего воздуха на территории западных, центральных, востоко-центральных районов республики существует вероятность возникновения шквалистых ветров вследствие образования мощных грозовых очагов в период с 5 по 9 июля текущего года. Ввиду этого рекомендуется соблюдать осторожность при нахождении на улице, не оставлять детей без присмотра и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. К другим темам. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также приобретении, хранении и использовании заведомо подложного паспорта гражданина России. По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, получив в целях конспирации скрытия своей личности от организатора группы поддельный паспорт, приобрел авиабилеты и прибыл в Якутск для незаконного распространения наркотиков. По прибытию им совершен выезд в Мегино-Кангаласский район, где был оборудован тайник с партией синтетического наркотического средства общим весом около полукилограмма. Вместе с тем, в ходе перевозки наркотиков на территорию столицы региона злоумышленник задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Приготовленные к сбыту наркотики в особо крупном размере изъяты из незаконного оборота. Состоялась защита проектов Якутской исследовательской школы «Юниор». С 13 июня по 4 июля прошел образовательный проект «Малая академия наук» в рамках международных интеллектуальных игр в дистанционном и очном форматах. В эту школу были приглашены 60 обучающихся с 5 по 7 классы из 23 улусов, 9 из них арктических. Также в число приглашенных школьников вошли участники и победители республиканских научно-практических конференций и олимпиад. Ребята в группах по 10 человек прошли все этапы ведения исследовательской работы и защитили свои проекты естественно-научной направленности. Что могу сказать в целом про это мероприятие? Оно, в принципе, не конференция, это школа, когда дети вначале получили тематики, объединились в команды
и у них нет соревновательного характера. Мне очень здесь нравится, аж не хочется уходить, потому что я завела много друзей и много знаний поняла. Я на направлении пластик. Мы проходим все про пластик. Маркировку, какие свойства пластика и так далее. В Нерюнгри появилось новое место для отдыха детей. Благодаря активному участию жильцов, усилиям управляющей компании «Жилсервис» и городской администрации во дворе дома 27 по проспекту Мира появилась новая детская площадка. Благодаря вашей инициативе, вашим действиям появилась еще одна дворовая площадка на территории нашего города. Жильцам дома 27 по проспекту Мира очень не хватало детской площадки, ведь дом большой и детворы здесь предостаточно. Да и соседям по двору радость. Много для детей, аккуратная, красивая. Я очень рада, что построили новую площадку. У нас больше места, где нам поиграть, и можно тут повеселиться с друзьями. Я очень рада, что построили эту площадку, потому что тут есть и карусель, и качели. Она мне понравилась, потому что это как космос выглядит. Я очень счастлива, потому что эта площадка красивая и красочная. И тут весело. Мы будем видеть нашу площадку. Каждый год Нерюнгри участвует в программе поддержки местных инициатив. За счет средств республиканского и городского бюджетов преображаются дворы. Самое главное отличие этой программы от других – участие жителей, их неравнодушие и любовь к общему дому. Люди проявили инициативу, им огромное спасибо. Мы совместно с ними разработали дизайн, проект. Из средств республиканского бюджета были выделены деньги, мы победили в отборочном конкурсе. Соответственно, для того, чтобы победить, городская администрация добавила софинансирование. Софинансирование жителей здесь было. Это благодаря такому действенному ТСЖ, благодаря управляющей компании. В короткие сроки этот проект воплощен в жизнь. Взрослые и дети поблагодарили Леонида Олейник за прекрасный подарок и пообещали беречь его. В этом году в городе, как никогда, активно благоустраиваются дворовые территории. В ближайшее время будут сданы еще около 10 комфортабельных площадок. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. А в Якутске жители многоквартирного дома добровольно занимаются озеленением и процветанием своего двора и прилегающей дороги. Благодаря ему ежегодно обновляются внешние составляющие подъезда, а также дворовая территория. С общественным активистом встретилась Даяна Федорова. Сажали где-то 50 или 60 деревьев. Мы не посчитали там, сколько там это. А цветы вон это в клумбах здесь сажали там это. Это цветы у меня как дети. Житель многоквартирного дома по улице Халтурина, 12/1 Владимир Григорьев каждое лето добровольно занимается озеленением территории своего двора. Он сажает деревья, цветы и клумбы, а также выровнял дворовую дорогу землей. Пенсионер на протяжении 25 лет работал дальнобойщиком, затем 15 лет был штурманом на пассажирском теплоходе. Решил поддерживать порядок во дворе для того, чтобы жить в уюте и комфорте. Если что-нибудь сломался, я всегда не отказываюсь, сделаю там это. За это там это некоторые соседи скидываются деньгами или там материалами там это. Но это еще не все. Он самостоятельно сделал металлическую скамейку со спинкой и декоративную подставку для цветов. Возвел кладовую под лестницей для хранения хозяйственных принадлежностей. Сейчас занимается покраской кладовой. А также он сделал внутри своего подъезда несколько дверей для того, чтобы посторонние люди не заходили вовнутрь их этажей и не нарушали их покой. И самая головная боль у нас мусор. Если все будем бороться с этими мусорами, мы победим. С малых лет с работы не боюсь. За это благодарю там это своих родителей. С малых лет они меня воспитывали, чтобы я не боялся с работы. Периодически помогает Владимиру Григорьеву его друг и сосед Виктор Савельев. Вместе они на протяжении 2 лет в любое время года поддерживают чистоту и порядок не только двора, но и детской площадки. Не каждый жилец своего дома похвастается, например, вот такой цветочницей на входе в подъезд, такой скамеечкой, которую сделал Владимир Викторович. Он все организовывает, у него энергии. Хотя и
не мальчик-одуванчик, а в возрасте человек, но он может заинтересовать людей, организовать каким-то действием по благоустройству. Несмотря на пожилой возраст, у Владимира Викторовича впереди много идей и планов, которых он намеревается выполнить. Его труд каждый день дарит радость жильцам, и все соседи выражают ему теплые слова благодарности. Даяна Федорова, Вадим Ганкевич, Якутск. В Мирном дачники пытаются вернуть воду на свои участки. На 3 линиях огороднического товарищества «Рудник» она отсутствует. К решению проблемы подключилась прокуратура города. Засыпаны трубы. А почему вы 3 года сидите и ничего не делаете? Почему в августе есть подождите, подождите. На улице и так душно и жарко, дискуссии мирнинских дачников, кажется, еще больше подогревают воздух. Охладиться водой бы не помешало. Впрочем, именно ее и нет на 3 линиях огороднического товарищества «Рудник». Председатель последнего и владельцы участков не могут найти общий язык. Кто на вашем участке должен менять трубу? Ну вы, наверное, почему? То я должен за свой счет трубы покупать. А я что, должен за свой счет трубу покупать? Почему я исправно хожу 7 лет, плачу за эту дачу? У меня ни разу воды не было. Я хожу каждый год, вызывая водовозку. 3 года я ходил, отказывался от вас вообще. Приходил, он говорит, пишите заявление. Нет, мы от 3-й фабрики тянем новые трубы. Где эти трубы? Пока в трубах пусто, горожане пользуются услугами водовозов. Выходит в копеечку. За летний сезон приходится отдавать по 7-8 тысяч рублей. 1000 рублей – это куб? Да. И вот сколько мне надо за лето заплатить, чтобы, особенно начинается в первые дни, когда только посадил рассаду и надо поливать. Дачи в районе 3-й обогатительной фабрики строили в 60-х. Трубы с тех пор, конечно, прогнили. По словам председателя товарищества, денег на замену коммуникаций нет. Не все дачники делают взносы. Долг сегодня более 2,5 миллионов рублей. Труба дюймовка стоит 100 метров 125 тысяч. А если она 76-я у нас, 77-я труба, да, она в 2 раза дороже. 3 раза дороже. Если по ней были бы эти деньги, нет проблем. Но у нас еще надо, чтобы положить эту трубу, надо в сети расчистить. Жалуются люди на отсутствие воды, дорог и мусорные кучи, что растут на дачах с начала сезона. По словам собственников, хлам вывозят раз в месяц. Впрочем, во время съемки кузова, в которые складывают бытовой мусор, были полупустые. Они только вот сегодня ее убрали. Вчера вот здесь вот так вот гора была. 2 кузова и вокруг вот так вот целая вообще гараж прям. К решению проблем мирнинцы привлекли тяжелую артиллерию, но моментального результата не будет. Прокуратура рассмотрит жалобу в течение 30 дней. Мэрия заменить трубы не может, потому как коммуникации принадлежат огородничеству, а не муниципалитету. Люди обратились и на телевидение, в редакцию «Алмазного края». И вот чудо, пока мы готовили этот материал, вода на дачах появилась. Галина Лозовская поспешила заполнить все емкости. Вчера первый раз у нас дали воду. Мы смогли вот что сделать. Набрать бочечки. И теперь вот эта вся наша красота будет поливаться водичкой. Объяснить скорое возвращение воды мы не можем. Однако теперь жители намерены наладить отношения с руководителем товарищества. Мы обращаемся с тем, чтобы была плановая работа, чтобы были запланированы. Мы должны видеть, что делается, что запланировано, на что расходуются деньги, то есть отчетность. План, отчетность. И тогда можно помогать. А когда мы слышим только одно: у нас мало денег, нам не сдают, сюда приходят те, кто сдает, кто платит, поэтому хочет получить соответствующие услуги. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». В республике начал свою работу Общероссийский народный фронт «За Россию» в помощь ДНР и ЛНР. Всего за 1,5 месяца работы патриоты своей страны сумели собрать немалых средств. Сюда приходят разные люди, это и пенсионеры, и инвалиды. А по всей России сумма, полученная от безразличных людей, составила 65 миллионов рублей. В дальнейшем планируют открыть филиалы в Ниренгринском, Ленском и Мирнинском районах республики. Общероссийский народный фронт ждет добровольцев в своих рядах. Люди приходят, приводят деньги, перечисляют деньги. Недавно к нам приходил инвалид 1-й группы, незрячий человек, и принес свои сбережения 50 тысяч. Я очень удивился,
Даже попытался отговорить, может быть, сумму поменьше, не хотел брать такую сумму, но он настоял, сказал, это мое решение, его нужно уважать. Вот большое спасибо этому человеку. А вообще, что еще запомнилось, приходят пенсионеры. Вот недавно пенсионерка приходила, она всю свою пенсию принесла. А сегодня к ней пришло и боевой товарищ, которым я служил в Афганистане. Если каждый по миру соберет, я думаю, что мы хорошо поможем. Вот так же, как вот участвуем в акциях, детям помогаем тоже вот, по СМС-сообщениям. Это же действительно помощь, короче. Вот. И я думаю, что каждая копейка им будет дорога. Отдых с пользой. В Якутии во время летних каникул временно трудоустроить свыше 5000 школьников. Временными работами в Якутии в летнее время планируется охватить 5226 несовершеннолетних детей. Трудоустроиться могут граждане от 14 до 18 лет. На все возрастные категории распространяется одно строгое правило. Они не могут работать на вредных или опасных условиях. Труд не должен причинять вреда их здоровью и нравственному развитию. Заработная плата несовершеннолетних не может быть ниже размера минимального размера оплаты труда, а это 15 279 рублей. И плюс материальная поддержка от Центра занятости населения 5727 рублей 70 копеек. Многодетные семьи получат дополнительную поддержку. Законопроект уточняет условия, при которых семьи с детьми могут воспользоваться государственной выплатой в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Так, предлагается продлить до 31 декабря 2023 года период, в течение которого рождение третьего или последующих детей дает гражданину России, матери или отцу, являющемуся заемщиком по ипотечному жилищному кредиту, право на меры государственной поддержки. Также документ предлагает установить срок, в течение которого заключение кредитного договора многодетными родителями дает им право на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 1 июля 2024 года. К слову говоря, в Якутии в июне этого года родилось около 1000 детей. Айслан Николаев отметил, что республика удерживает лидерские позиции по рождаемости и естественному приросту благодаря комплексной работе и целенаправленной демографической политике. По данным управления ЗАГС, в июне зарегистрировано рождение 348 девочек и 397 мальчиков. Если говорить про редкие имена, то среди мальчиков это Алмаз, Гарри и Леон, а среди девочек Афина, Габриэла и Джиневра. В Усть-Куте речники Алрос-Салена поучаствовали в параде судов и посвятили юных матросов в моряки в честь праздника Дня работника речного флота. Сотрудники отмечали его в воскресенье 3 июля. На судоходном предприятии работают опытные капитаны и наставники. Благодаря им каждую навигацию предприятия справляется с планом. А вот что праздник значит для речников и как происходит посвящение юных матросов, смотрите в сюжете. Сейчас распределяют на корабли по 3 человека, по 4 может. Как я говорил, заранее договоритесь между собой, кто с кем будет. Но желательно, чтобы девчонки были среди мальчиков. Курсанты Осетровского речного училища поправляют ремни и фуражки. Через несколько минут отправятся в плавание не в теории, а на практике. Капитан Денис Антипин готов встречать воспитанников на теплоходе «Гранит». Есть у нас одна традиция посвящать в речники молодежь, вновь прибывших курсантов, молодых, которые пришли работать в эту профессию. В низовьях находится гора Колокол, в речку Лену впадает река Ура. Проходя в это место, у нас происходит обливание водой вновь прибывших. Тем самым мы посвящаем в речники уже. 451, 61, на подходе там гудеть начинаем, да? Поприветствуем народ, в общем-то, активность хорошая в городе, народу много собралось. День речника для работников Алрос-Салена – особый праздник. Теплоходы и судна парадным ходом приступают к гавани в Усть-Куте. Сегодня на счету предприятия 29 единиц флота. Все они с начала навигации ушли в рейсы. Опытные капитаны отмечают, в последние годы выросли объемы грузоперевозок. Для нас праздник работников морского речного флота – это подведение итогов некоторых, открытие навигации. Сегодняшняя обстановка показывает, что груза достаточно на причалах, флот работает исправный, поэтому праздник отмечаем с хорошим настроением. С начала навигации компания планирует перевезти 400 тысяч тонн груза. Это нефтепродукты, селитра, стройматериалы, оборудование, металл, взрывчатые вещества.
К началу июля план выполнен на 35%. Сотрудники «Алросалена» переработали 130 тысяч тонн технического груза и нефтепродуктов. Поступила металлопродукция и для нового аэропорта в Мирном. По реке также этим летом логисты ожидают 34 БелАЗа для горно-обогатительных комбинатов. Анна Брянская, медиакомпания «Алмазный край». В этом году трансляции игр народов Якутии можно увидеть на 3 наших телеканалах: Якутия-24, НВК «Саха» и «Мамонт». На освещение событий игр в Барагонцы выехали более 100 сотрудников компании. О работе тех, кто остается за кадром, материал далее. На спортивных площадках, откуда ведутся прямые трансляции, проложены километровые кабеля. Всего задействовано 3 ПТВС, например. Сегодня до обеда мы вещаем в прямом эфире с площадок мини-футбола и волейбола. Ежедневные прямые трансляции, включения, утренние выпуски и дневники. По всей Якутии телевизионную картинку и радиоканал передает национальная вещательная компания «Саха» в количестве 110 сотрудников. Наши журналисты не пропустят ни один яркий момент, упорную борьбу, радость побед и горесть поражений. На играх задействовано 12 объектов, но не все площадки будут охвачены в прямой эфир. Все остальные виды спорта можно увидеть в ежедневных дневниках, а культурную часть в утренней программе «Сангакюн». Мы запускаем каждое утро с 6 часов «Сангакюн» на якутском языке. Каждый вечер у нас дневники. Здесь работают 6 режиссеров, 12 корреспондентов. Помимо НВК «Саха» на освещение 8-х спортивных игр народов Якутии аккредитовано 92 журналиста. Администрация Усть-Алданского улуса выделила 2 транспорта. Министерство инноваций на всех объектах подключило Wi-Fi точки. Аккредитацию на игры прошли 92 журналиста, все опытные специалисты из больших республиканских изданий, а также представители улусных медиа. Да? Мне очень понравилось уже. Сегодня вот у меня 2-й день, и начинаются уже соревнования у спортсменов, поэтому мы будем освещать эти мероприятия оперативно. Следите за работой журналистов на всех республиканских площадках средств массовой информации. Нургаяна Егорова, Георгий Григорьев, Барагонцы. В эти дни в Усть-Алданском улусе состоялось событие, которого жители района ждали несколько лет. В селе Барагонцы введено в строй новое здание историко-краеведческого музея имени Ржакова. Красивое добротное здание на центральной улице Улусного центра стало настоящим украшением города. Раньше у нас было деревянное здание, всего 236 квадратов. И сейчас при поддержке главы района нашего Алексея Васильевича Федотова отремонтировали старое здание аптеки. Историко-краеведческий музей в Барагонцах существует с 1972 года. Помимо своих уже известных экспозиций, в новом здании появились и новые. Наш проект называется «След, оставленный в будущее», посвящен столетию якутской автономии. Данный проект мы начали реализовать в 2022 году. В прошлом году мы участвовали по данному проекту на гранты главы республики Саха-Якутия и получили грант в сумме 1 520 000 рублей. И на эти деньги были заказаны восковые фигуры, которые, несомненно, вызовут огромный интерес как и у гостей и участников спартакиады, так и у подрастающего поколения усть-алданцев. В особенности прославленный герой, голова Барагонского улуса в 17 веке Легой. Легой был легендарным тойоном барагонских якутов времен прибытия русских на Лену. Жил вокруг озера Мюре, имел много братьев и сородичей. Восковые фигуры были заказаны в Москве, а одеяниями занялись местные народные мастера и умельцы. Среди исторических персонажей можно увидеть и самого Алексея Ржакова, лидера якутского самоуправления. Здесь он изображен вместе с Екатериной II. Казалось бы, где связь?
Алексей Аржаков почти 2 года добивался встречи с Екатериной Великой и, добившись ее, проговорил с императрицей 4 часа вместо положенных 15 минут. А способствовало этому, по утверждению известного общественно-политического деятеля Никифорова Кулюмнур, красивая наружность, высокий рост и замечательный ум. О результатах судьбоносной встречи в музее расскажут экскурсоводы. Как и о выставке фотографа Марии Васильевой, уроженки Усялданского улуса, известной своими фоторепортажами спортивных событий. В дни проведения 8-х спортивных игр народов Якутии музей будет работать ежедневно, вход бесплатный. Городской пляж в 202-м микрорайоне столицы республики официально открыли сегодня, 5 июля. Региональный оператор «Городские бани» получил заключение Роспотребнадзора о соответствии водоема и территории пляжа государственным санитарно-эпидемиологическим правилам. Санитарную очистку территории ввели с 6 июня. Войти на городской пляж можно с 2 сторон – с главного входа и со стороны 203-го микрорайона. Пляж будет открыт для посетителей с 9 утра до 21:00 по якутскому времени. Открытие у нас связано с тем, что ранее, к сожалению, анализы проб воды у нас не проходили нормы. И вот только буквально в пятницу 1 числа мы получили уже пробы в пределах норм. В соответствии, после которых мы получили все необходимые заключения со стороны надзорных органов, таких как Центр гигиены и эпидемиологии, а также Роспотребнадзора. И в завершении выпуска о погоде. По данным Якутского управления гидрометеослужбы, завтра, 6 июля, в Якутске ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем западный от 3 до 8 метров в секунду. Порывы от 8 до 13. При грозе порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 20, плюс 22. Завтра днем в столице плюс 32, плюс 34 градуса. На этом у нас все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.